Стало известно, что китайский режим, проводящий жесткую политику на территории оккупированного Восточного Туркестана, задержал Акбара Гафура, на протяжении 40 лет занимавшего пост генерального секретаря Министерства сельского хозяйства. Причиной задержания стали типичные обвинения, используемые против чиновников уйгуров. Гафура обвинили в нарушении дисциплины, превышении должностных полномочий, получении взяток и неискренности. После волны арестов неискренних к партии чиновников, начатой китайским правительством в Восточном Туркестане, власти приняли решение начать новую операцию под названием «Борьба с лицемерием и сепаратизмом». В связи с данным вопросом партия издала доклад под заголовком «20 путей решения вышеупомянутых проблем», в котором подробно излагаются методы определения и наказания сотрудников госучреждений, покрывавших и помогавших так называемым преступникам-националистам. Военный корабль и грузовики, перевозящие китайских солдат, взяли курс на Гонконг, где последние 3 месяца не прекращаются демонстрации против законопроекта об экстрадиции. По сообщениям информационного агентства Синьхуа, военный корабль и грузовики с солдатами Народно-освободительной армии Китая вошли в Гонконг в 4 часа утра через порт Хуаннанг в целях выполнения плановой задачи. Вместе с тем, что информация о количестве солдат была скрыта от общественности, было заявлено, что китайские военные направились в Гонконг для смены караула, проводимой с 1997 года с момента перехода Гонконга в управление Китая. Министерство обороны Йемена сообщило, что в результате бомбардировки Адена и Эбейна истребителями Объединенных Арабских Эмиратов число раненых и погибших превысило 300 человек. Больше всего пострадал район Зенджибар, на который было сброшено 10 бомб. Эмиратовские истребители продолжают полеты над временной столицей Йемена. Пакистанская армия сообщила, что провела успешное испытание баллистической ракеты. Пресс-атташе армии генерал Асиф Гафур заявил, что ракета, дальность полета которой составляет 290 километров, способна нести различные боеголовки. Информационный отдел управления военно-технического сотрудничества Российской Федерации сообщил, что несмотря на санкции США, Индия произвела предоплату для закупа зенитно-ракетных комплексов С-400. Цитируя слова представителя управления, «Спутник» сообщил, что данный вопрос решен и не подлежит обсуждению. Ранее Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую предоплату в конце года и начать поставку систем в Индию, которая завершится к 2025 году.